Больше никаких очередей и расшатанных нервов при походе к врачу. В Северной Осетии приступили к реализации проекта «Бережливая поликлиника». Попасть к нужному специалисту теперь можно по несколько максимально упрощенным схемам, обходя многочасовые очереди. Например, через сайт госуслуги, позвонив в контакт-центр или на месте через информат. К нам приходит пациент, и ему нужен талон к какому-нибудь специалисту, либо к своему участковому врачу. Мы спрашиваем, есть ли у него медполис. У него обязательно должен быть при себе медполис, либо оригинал, либо ксерокопия. Входим в программу, сканируем по штрих-коду. Как только засигналит, выбираем, спрашиваем, кому они идут. Например, если это педиатр, то выбираем данного участкового, например, Айлярова. Пациент выбирает время, которое его больше всего устраивает, и потом мы распечатываем талон. С этим талоном пациент поднимается к своему врачу. По новым правилам активно работает первая детская поликлиника. За короткое время проект «Бережливая поликлиника» демонстрирует положительные сдвиги. Очереди удалось сократить в несколько раз. Думаю, удобнее, потому что в очереди не стоишь, не переживаешь, не нервничаешь. Пришла, взяла талон, заходишь спокойно и выходишь так же. Регистратуру свою мы освободили от карт. Карты теперь у нас хранятся в картохранилищах, где работают также регистраторы и картоноши. После того, как здесь получают родители талончик, сведения об этом ребенке видят уже в картохранилище. Там уже, пока мама поднимется кверху, найдут ее карточку и отнесут на прием к врачу. Мебель в кабинете и оборудование устанавливают настолько удобно, чтобы у врача все было в прямом смысле под рукой. Ввели мы должность дежурного врача. Вот здесь в кабинете отдельно у нас есть кабинет для приема таких детей. Вот здесь мы принимаем больных. Все для приема есть. Больные имеют у нас отдельный вход и выход. Если они отсюда заходят, то у нас вот есть выход. Уже не контактируя с больными детьми, они могут спокойно выйти на улицу, и никакого контакта не будет. Такие же преобразования коснулись первой взрослой поликлиники. Здесь разработана целая схема для оптимизации работы врачей и удобства пациентов. Все документы переводятся в электронный вид. Это позволит медикам больше уделять времени пациенту, не отвлекаясь на оформление бумаг. Здесь мы сделаем ремонт сейчас. Это будет так называемый холл, зал комфортного пребывания больных, какого-то ожидания. Здесь будет диваны, мягкий угол, телевизор. И регистратура, вот эта стойка, передвинется сюда. Она будет состоять из справочной и дежурного администратора. Для тех пациентов, которым не нужна помощь узких специалистов, работает кабинет дежурного врача. Только что мы его отремонтировали. Это кабинет дежурного врача. Сюда идут тот поток, который на информате или по порталу социальных услуг не получил какой-то очереди электронной. Он идет сюда, обслуживается врачом дежурным, делается все необходимое. Если есть какая-то необходимость идти дальше к специалисту узкому, то отсюда она направляет его, и они записываются на более поздний срок. Прежде чем полностью поменять работу поликлиник, все специалисты прошли обучение на базе медицинского колледжа и медицинской академии. Кроме этого, врачи проходят психологические тренинги, которые помогут им выйти из любой стрессовой ситуации, ведь работа с людьми – одна из самых нервных. Я так думаю, что это будет достаточно полезно. Хотя бы даже, во-первых, эти тренинги у нас отработаны на других группах. Со студентами мы отрабатывали этот тренинг делового общения. И я просто видела результаты, он работает. Люди действительно меняются. Благодаря бережливой поликлинике время записи к врачу планируется сократить в 5 раз, ожидания в 12, а вот продолжительность осмотра пациента увеличить вдвое. До конца года этот проект будет внедрен во все поликлиники Владикавказа. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.